Проблема с доставкой школьников в разных населенных пунктах региона давно стояла очень остро. На имя главы региона поступало много обращений от родителей с просьбой решить этот вопрос. 4 автобуса и 20 микроавтобусов – такой подарок сегодня получили школьники Ингушетии. Больше всех подарку, конечно, радуются дети, ведь только им известно, каких трудов стоит добираться до школы утром и возвращаться домой поздним вечером, особенно зимой. Если мальчики могут поймать попутку, то девочкам в этом плане намного сложнее. Порой им по несколько километров приходится идти пешком. Новенькие автобусы они осмотрели и уже оценили. Нам было очень трудно добираться до школы, так как сейчас зима, очень плохая погода, холодно. Сейчас, так как у нас появился новый автобус, будет легче, конечно. Ездить в старых автобусах было очень неуютно и некомфортно. А сейчас мы получили новые автобусы, и там намного больше места, намного теплее и светлее. В школах много учащихся, которые приходится ездить издалека. Между тем, старые автобусы со своей задачей не справлялись и вызывали серьезные опасения за жизнь своих пассажиров. Хал автобусер не старяс, хал автобусер расход, хал йолажи, шили йолажи берешь, хал автобусер. Ханзерит автобусер, удобно автобусер, дик автобус, солярка цир, выгодно ер, автобус, бугуш был нахда буко, 20 одавук. Ер выгодно автобусер. А удобство? Удобство, ух что кудикае. До кудикае, ахаушан, арбалчана. Микроавтобусы марок ГАЗ и Форд и автобусы марки КАВС выделены в рамках распоряжения правительства России. Свой транспорт отныне есть у начальных и средних школ сельских поселений и городских округов, у Центра образования и у специализированной школы-интернат. Теперь, чтобы выехать куда-то коллективно, не придется нанимать транспорт. Личного транспорта для перевозки детей, организации перевозки, а также для вывоза этих детей на различного рода мероприятия, что немаловажно для нашей специфичной школы, у нас транспорта не было. Сегодня, благодаря усилиям руководства республики, у наших детишек будет уникальная возможность, просто не выпрашивая где-то, не арендовывая транспорт, во-первых, так как дети с ограниченными возможностями здоровья, вывозить этих детей на различного рода мероприятия, на олимпиады, на какие-то там экскурсионные мероприятия. Благодаря такому подарку родители будут спокойны за своих детей. Транспорт оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки учащихся. Бирж дадик хадвалди ер юрта дачаквал бирж хал айку дик эхтубут халха халдар тонжа бирж замик бирж хад по километр да ваха бирж хадах халхур кал ятхал хот халш геттер халдар тонжа хад эхтубям. Юнусбек Евкуров в своем выступлении отметил, что директора школ и родительские комитеты должны следить за тем, чтобы транспорт использовался бережно и по необходимости. Хочется от нас, от всех, в частности, за вот такие великолепные автобусы, транспортные средства, выразить благодарность, сказать спасибо руководству страны, правительственному блоку Российской Федерации за ту помощь, поддержку, которую они нам оказывают. Просьба ко всем директорам, водителям, завхозам очень добросовестно относиться к автобусам. Я еще раз прошу провести беседу с председателем родительских комитетов, с родительскими комитетами. Эти автобусы не только для того, чтобы в школу детей возить и домой, а для того, чтобы детей возить на экскурсии. Сегодня мы задаемся этими вопросами. Есть много школ, куда детей даже не возили, откуда детей даже не возили на мемориал памяти и славы. Я вам уже говорил, что уроки истории проводить на таких памятниках. В каждом муниципальном образовании есть памятники. Если мы смотрим какие-то даты, связанные там и со славой, и с трагедией нашей республики, надо эти площадки использовать. Глава Ингушетии лично осмотрел новый транспорт и увиденным остался доволен. Напомню, что в прошлом году некоторым школам республики распределили 28 единиц новых автобусов. Техника была закуплена в рамках реализации федеральной программы. Лейла Гайсанова, Рахман Суров, Новости 24.